Всем доброго утра, отличного настроения. С вами вы, да, и с нами вы. Это прекрасно, поэтому сегодня Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. Мы подарим вам, как всегда, утреннее настроение. Но не забываем, что у нас есть социальные сети, по которым можно с нами связаться. Да, хотелось бы напомнить, что у нас есть канал в мессенджере Макс, а также телеграм-канал «Утро Якутии», подписавшись на который вы можете быть в курсе всех событий, которые происходят в нашей большой дружной команде. Ну и, конечно, встречать с нами каждое бодрое буднее утро на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Быть в курсе всех последних событий, в том числе и о погоде. Да, могу сказать, что в Якутске сейчас небольшой дождик, достаточно мокро. Но в центральных районах плюс 10, плюс 15, в заречной группе 10-17 выше 0, в южных плюс 9, плюс 18, в Рюйской группе 10-13 тепла, в Нижнеленских плюс 7, плюс 13, в западных 10-15 выше 0. В Колымо-Интегирской группе Улусов плюс 9, плюс 15, Янских 5-1 выше 0. На северо-западе 5-16 градусов тепла. В столице в 6 часов утра температура составила 9 градусов тепла, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер 1 метр в секунду, но южный. Сегодня днем небольшой дождь, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 14, плюс 16. Говорят, что зонтик нужно не забывать. Да, это вообще хороший совет. Маленький компактный зонтик никогда не помешает. Но, кстати, о погоде и прохладе. Вы знали, что конец лета чувствуется не только по календарю, но и по поведению животных. Например, обитатели московского зоопарка, суматранские орангутаны Чапа и Чава, вышли на прогулку в кофтах. Да, младшая Чава выбрала свитшот с пингвинами, а ее мама предпочла вязаный жилет. И все бы ничего, но дочке жилет тоже понравился. Она надела его поверх своего наряда. Представляете, гуляют по вольеру в кофтах, жуют яблоки. Забавно, да? А ведь родом они из теплых джунглей Юго-Восточной Азии, а теперь утепляются. Но если серьезно, в природе этих орангутанов остается все меньше, поэтому в зоопарке за ними особенно тщательно следят. И как тут не порадоваться, что даже животные готовятся к смене сезона, а мы с вами еще можем наслаждаться летними деньками и поносить что-нибудь легкое и более летнее. Действительно, интересно, как они, это прошлогодняя одежда или новая, что-то сшили им? Да, модные тенденции, они преследуют или все-таки основываются на тех, кто за ними ухаживает? И что нравится? Есть же определенный цвет, который выбирают каждый год. Я кстати, забыл, какой цвет этого года. Сейчас в моде, как всегда, сочетание, баклажановый, с белым, еще что-то розовый, с голубым. В общем, все, как всегда, интересно. А главное, поярче, потому что сейчас будет такая золотая осень, да, а потом наступит зима. И зимой хочется, чтобы все-таки побольше каких-то, цветных шарфов было, ярких шапок, цветных, шуб, пуховиков, чтобы как-то скрасить поярче, серые будни. И заодно, кстати, чтобы видно было на дороге. Да, одни плюсы, я думаю, от яркой одежды. А сейчас давайте узнаем, какие самые актуальные новости произошли к этому часу. Доброе утро, коллеги! Впереди блок новостей. Культуру и традиции коренных народов представят на фестивале «Владивостокские сезоны» в рамках 11-го Восточного экономического форума. В программу фестиваля войдут выставочные, концертные и просветительские проекты, посвященные истории, традициям и современному искусству дальневосточных регионов. Особое внимание уделят культуре коренных народов Дальнего Востока. Одним из центральных событий станет проект «От алеутов до якутов. Дальневосточный вектор», который познакомит участников и гостей форума с традициями, обычаями и художественным наследием народов региона. Обновление помещений, инженерных систем и закупка нового оборудования для качественного предоставления услуг. В столице республики движется к завершению модернизация Якутского кадрового центра. Основной объем работ в рамках национального проекта «Кадры» будет завершен к 1 сентября. Но внешние изменения заметны уже сейчас. В офисе на Петра Алексеева, 19/1 выполнен косметический ремонт и проведена закупка оборудования. Главной задачей является создание комфортных и современных условий для граждан, а также повышение уровня качества оказания услуг.
Верхневилюйский центр содействия семейному воспитанию имени Ивана Седалищева каждый год проводит акцию «Соберем детей в школу». Участие принимают все желающие жители и учреждения. Специалисты центра сортируют все принесенные вещи, проверяют, чтобы ничего не было повреждено, формируют комплекты по возрастам, отдельно для младших классов, отдельно для старшеклассников. Сбор помощи проходит до конца этой недели. Переданные наборы будут большой помощью для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы не действуем наугад. Списки нуждающихся формируются из числа детей, которые находятся на сопровождении. Это позволяет адресно помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Для родителей это огромное облегчение. И в такие моменты понимаешь, ради чего все это делается. Можно принести вещи в любой ближайший пункт сбора. Все контакты и адреса есть на нашем сайте и в соцсетях. Якутский хлебокомбинат опроверг сообщение о повышении цен на хлеб. В компании назвали недостоверными распространяющиеся в социальных сетях сообщения о повышении стоимости продукции с 14 августа. Действующие оптовые цены, а также розничные цены фирменной торговой сети предприятия остаются без изменений. Последнее повышение цен на продукцию якутского хлебокомбината произошло 5 февраля. Тогда стоимость белого хлеба выросла на 3 рубля. Немигунский хлебозавод в последний раз повышал отпускные цены 10 июля. Стоимость продукции увеличилась на 12 рублей. Неожиданная магнитная буря началась на Земле, но она вряд ли продлится долго, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Иран. Буря имеет амплитуду G1, то есть является слабой и кратковременной. Однако для полной стабилизации обстановки может потребоваться до 3 суток. Ученые отмечают, что сейчас Земля находится в зоне действия довольно крупной корональной дыры, и пока не выйдет из нее, не исключены повторные всплески. Это были все новости. До встречи. Подготовка к выборам начинается задолго до дня голосования. С 20 августа стартует адресное информирование жителей в рамках проекта «Информ-УИК». А проголосовать по месту нахождения помогает механизм «Мобильный избиратель». Ну, как это работает и что важно знать избирателям, поговорим с председателем Якутской городской территориальной избирательной комиссии Сарданой Алексеевой. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну и с чего начинается подготовка к выборам и сколько времени она занимает? Подготовка вообще ко всем выборам занимает очень большой период. К этим федеральным выборам мы начали готовиться еще с прошлого года. Но когда президент нашей страны 16 июня подписал указ о назначении выборов на 20 сентября, потом Центральная избирательная комиссия назначила выборы в течение 3 дней, вот с того периода у нас началась активная фаза подготовки. Работаем по плану, который утвердила Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, ну и строго в соответствии с законодательством и планом начинаем такую масштабную работу к подготовке к этим выборам. Угу. Ну, вот, с 20 августа по 15 сентября в Якутске и в Жатае пройдет адресное информирование в рамках проекта «Информ-УИК». Что именно будут рассказывать жителям обходчики? Ну вообще этот федеральный проект «Информ-УИК» претворяют все избирательные комиссии нашей страны. В том числе Якутская городская территориальная избирательная комиссия подготовилась к этому проекту. «Информ-УИК» — что это такое? Это значит, наши 446 обходчиков из 123 участковых избирательных комиссий пойдут в народ к избирателям, постучаться к ним в двери, пойдут вот в этих накидках. Покажите, пожалуйста, да? Ага. Вот с такой брендированной накидкой, с планшетом, сумкой, и будут от первого лица рассказывать просто о выборах. Вообще же выборы — это сложный процесс, и поэтому их комиссии скажут, где будет проходить голосование, когда будет проходить голосование, как можно проголосовать. В общем, достоверно все о выборах простыми словами мы попытаемся донести до каждого избирателя. Постучимся в каждую дверь квартиры или дома, где проживают наши избиратели. Сколько всего членов у участковых комиссий будет задействовано по квартирному обходе, вот информирование? Вот 446 наших членов участковых избирательных комиссий, которые мы называем обходчики, вот, с завтрашнего дня придут к нашим избирателям.
Ну, вот человек, чтобы стать обходчиком, он проходит какой-то курс подготовки или, ну, вообще в целом, как становится обходчиком? Обходчики – это члены наших участковых избирательных комиссий, которые назначаются на 5 лет. Это общественники, это не постоянная работа, и это не профессиональные юристы, это просто наши с вами коллеги, родственники, друзья, да, которые подают заявление и попадают к нам в участковые избирательные комиссии. И вот эти наши члены участковых избирательных комиссий становятся обходчиками. Ну, вот еще отдельно действует механизм мобильный избиратель. Кому он нужен и как подать заявление на голосование по месту жительства? Федеральные выборы и региональные выборы, у них есть особенность, где избиратели наши могут проголосовать по месту своего нахождения, а не по месту своей постоянной регистрации. Если, вот, например, в Якутске у нас очень много иногородних избирателей, они могут подать заявление и проголосовать в городе Якутске. Либо те, которые 18, 19, 20 сентября будут находиться вне города Якутска, в Москве, там, за рубежом, смогут тоже подать заявление и проголосовать по месту своего нахождения. Для этого просто нужно подать заявление либо в пунктах приема заявлений. Например, у нас мы принимаем заявление по адресу Ленина, 15, на первом этаже мэрии города Якутска, работаем без выходных. И либо же можно подать через портал государственных услуг. Вот это вот процесс занимает у нас первое место. Очень много. Вот цифровизация у нас же по стране очень хорошо идет, поэтому через портал у нас максимальная подача количества заявок. Ну или подойти в любой офис «Мои документы». Они работают по своему графику. А с 9 сентября наши участковые избирательные комиссии тоже будут работать по этому принципу. При себе иметь нужно паспорт гражданина Российской Федерации, либо документ его заменяющий. Например, если вы сегодня поменяли паспорт, да, подали заявку, и у вас нет наличия паспорта, тогда можно вот принести удостоверение, которое они выдают. Ну, то есть достаточно все просто. Очень просто. Просто если люди испытывают подавать заявление через портал государственных услуг, то приходите к нам, мы всегда открыты, поможем, открепим, закрепим, примем заявление. А скажите, а какие еще формы голосования будут доступны тем, кто вот не сможет прийти на свой избирательный участок? В городе Якутске и Житай, вообще в нашей республике, у нас следующие способы голосования: непосредственно на избирательном участке, вот, по месту нахождения, и голосование вне помещения, которое люди называют на дому. Если вы заболели или вы ухаживаете за больными, там, маломобильными, маленький ребенок есть, можете подать заявку как раз даже во время обхода, да, обходчикам можете дать заявку, и мы придем к вам, комиссия придет к вам, и вы проголосуете дома. Полная доступность голосования. Вот какие вопросы об организации выборов задают чаще всего? Ну, простые избиратели всегда задают что? Где я голосую? Вот где я голосую, какой мой избирательный участок. А мы, комиссия, не агитируем ни за каких кандидатов, мы просто информируем и даем достоверную информацию. Именно где голосовать, как голосовать. 18 сентября у нас все избирательные участки откроются в 8 часов. Вот, место, способы голосования, вот это все мы расскажем. Вот об этом и спрашивают наши избиратели. Самый большой частый задаваемый вопрос: где я голосую? Были ли какие-то изменения по местонахождению участков? У нас 122 избирательных участка по городу Якутску и 3 в поселке Жатай. Таких тотальных изменений не было. 2 или 3 участка мы изменили в связи с тем, что, например, закрылось помещение какой-то организации. Вот. Об этом мы все тоже информируем на нашем канале МАКС, на сайте. Ну и наши обходчики скажут, раздадут, да, такие информационные материалы, и там будет конкретно написано, где находится их участок нашего избирателя.
Ну, то есть можно смело, в общем-то, если в форме пришли, получается, с сумкой, в форме, с планшетом, отвечать спокойно на вопросы, если есть желание, и задавать вопросы, которые возникли. Конечно, конечно. Обменяться можно телефонами, контактами, если какие-то возникают вопросы. Если наши обходчики как-то не довели, можно позвонить по номеру 40 80 97, там тоже мы отвечаем. А на прошлых выборах даже было, почему не включили отопление, даже за это мы отвечали. Ну вот наши обходчики же первые пойдут от двери к двери, будут ходить, наверное, будут выслушивать много каких-то высказываний, может быть, недовольства, может быть, радость свою, будут общаться с избирателями и будут представлять власть в тот момент, когда к ним они постучатся. К вам тоже придут. Обязательно откроем. Наверное, нужно еще раз показать жилетку, да, в которой будут проходить Вот в такой обходчики. жилетке Да. вот в этом году Если будут к вам проходить постучатся, обходчики, друзья. да. Можете посмотреть. Ну Если- и будет у них обязательно планшет, и данные будут носиться в мобильном приложении, которое будет находиться в этом планшете. Ну и если наши избиратели сомневаются, то могут, вообще, да, конечно же, в такое время попросите, пожалуйста, удостоверение утвержденное и паспорт. А название, фамилия, имя, отчество обходчика будут написаны на бейджи. Можно свериться. То есть Конечно же, все равно безопасность главнее всего, и можно удостовериться, действительно ли к ним пришел член участковой избирательной комиссии. Спасибо большое за подробный рассказ. Надеяться, что все пройдет хорошо. Ну. Все мы будем готовы, точно знать, где голосуем. Если есть вопросы, вот есть контактные номера, есть сайт, канал в Максе, можно всегда связаться. Спасибо. Спасибо. Но мы продолжаем нашу программу и заглянем в календарь. Сегодня 19 августа. В истории есть немало интересных событий. Что именно произошло в этот день, узнаем в нашей рубрике «Даты и события». На календаре 19 августа. Сегодня отмечают Всемирный день фотографии. По народному календарю яблочный Спас. В это время в деревнях устраивали большие праздники, отмечая не только религиозный праздник, но и встречу осени. Потому какая погода в этот день, судили о будущем январе. Этот день в истории. В 1839 году в России открыта Пулковская астрономическая обсерватория. В 1839 году в этот день широкой общественности представлен метод получения дагеротипа. В 1960 году космический советский корабль с собаками, белкой и стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. В 1981 году, 19 августа, создано спецподразделение «Вымпел». А в 1991 году в Москве произошла попытка государственного переворота. В этот день родились Сэмюэль Ричардсон, английский писатель, родоначальник чувствительной литературы; Джорджо Энеску, румынский композитор, скрипач, дирижер и педагог; Габриэль Шанель, французский кутюрье, крупная фигура в истории моды 20-го столетия; Леонид Соловьев, советский писатель, сценарист; Игорь Климовский, мерзлотовед, кандидат географических наук, заслуженный работник народного хозяйства республики; Александр Вампилов, советский драматург, прозаик, публицист; Владимир Конкин, советский российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Спасибо рубрике «Каждый день нас чему-то учит», а мы двигаемся дальше и поговорим о том, как красиво выглядеть на фотографиях, ведь сегодня день фотографии. Лето вообще это время фотосессий, но не все знают, как правильно позировать, чтобы кадр получился удачным. Об этом в нашем следующем сюжете. Уверенность перед камерой начинается еще до первого кадра. Дома можно заранее потренироваться перед зеркалом, продумать образ и приехать на съемку заранее, чтобы спокойно подготовиться. Но не менее важно настроение самой модели и контакт с фотографом. Ведь хороший кадр – это результат совместной работы. Надо найти фотографа, которому ты можешь доверять, с которым будет комфортно работать, чтобы не было каких-то скованных таких моментов. Шутить можно, веселиться, и приходить надо с хорошим настроением заранее, потому что от того, как пройдет съемка, зависит не только от фотографа, но и от модели. Если прийти и стесняться, бояться, то кадры с большей вероятностью хорошие не получатся. Поэтому перед съемкой можно заранее обсудить с фотографом, какой результат хочется получить, показать понравившиеся примеры и договориться об образах. А уже перед камерой не обязательно сразу искать сложную позу. Начать можно с простого положения, постепенно меняя положение рук, корпуса и головы.
При этом поза зависит от задачи фотографии. Если снимок делается просто для себя, главное найти положение, в котором человек чувствует себя естественно. А если нужно показать одежду или аксессуары, поза должна помогать обратить внимание именно на них. Смотря какая цель у фотографии. Например, если у вас просто фотосессия для себя, то тут не имеет значения, как вы стоите. Вы можете как и прямо встать, так и руки в карманы. Как вам удобно, как комфортно, как чувствуете. Тут уже можно уже так сказать. Есть еще коммерческие фотографии. Там, если какой-то акцент, а им бренд делает, например, на джинсы или на куртку, топ, футболка, украшения, тогда позы должны быть именно акцентированы на эту часть одежды. Например, для джинс. Руки в карманах, более-менее открыто. Сзади, например, показываете то, что сзади кармана, либо какие-то рисунки, либо еще что-то. Также топы, украшения, часы, все вот это примерно такие позы. На практике это можно проверить прямо во время съемки. Одна и та же одежда при разных положениях тела будет выглядеть по-разному. Поэтому не стоит бояться двигаться и менять позу несколько раз подряд. Некоторые фотографы используют зеркало перед моделью, чтобы человек мог видеть положение своего тела и быстрее найти удачный вариант. Но даже удачная поза – только часть фотографии. Большое значение имеет свет. От его направления зависит, какие черты лица окажутся более заметными, а какие, наоборот, станут мягче. Ну, тут тоже многое зависит от постановки света, потому что можно поставить так свет, чтобы добавить возраст ему. Можно некрасиво поставить свет, чтобы у него там сразу морщины все были видны, второй подбородок. А можно поставить свет, чтобы он выглядел красиво и хорошо. Это зависит, люди же разные, у всех разное лицо, у всех разные свои, есть недостатки, есть, наоборот, плюсы. У кого-то, например, большой нос, можно поставить так свет, чтобы он казался еще больше. А можно, наоборот, это подчеркнуть и сделать красиво. Многое зависит от цвета, да. В итоге универсальной позы для удачной фотографии нет. Важно понимать, для чего делается снимок, чувствовать себя комфортно перед камерой и работать вместе с фотографом. А подходящий свет, ракурс и положение тела помогут подчеркнуть то, что хочется показать в кадре. Ну что ж, теория это хорошо, но пора и размяться. Ведь зарядка – залог бодрости на весь день. И сегодня ее для нас проведет танцевальный коллектив. Это будет не просто зарядка, а настоящий танец. Присоединяйтесь, готовьтесь. Доброе утро, меня зовут Ефимов Вячеслав, я руководитель и старший тренер танцевально-спортивного клуба по парам, и сегодня мы делаем с вами танцевальную разминку. Итак, приготовим правую ножку и правую ручку. Правой ножкой делаем удар носочком об пол и наступаем. Левой ножкой делаем удар, наступаем. Удар, наступаем, собираем ножки вместе. Итак, когда шагаем, правой ручкой делаем действие, как будто мы с нее что-то стряхиваем. Шагаем правой ножкой, ручкой стряхиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше. Левую ручку поднимаем наверх. Раз. Правую ручку поднимаем наверх. Два. Теперь делаем то же самое и одну ножку выставляем в сторону. Левая ножка, правая ножка. Правая ножка осталась там же. Теперь головой падаем на правую ножку, подтягиваем центр тяжести и меняем ножки. И еще раз повторяем. Головой падаем назад, подтягиваем центр тяжести и меняем ножки. Теперь ножки ставим накрест и ручки разводим в сторону. Раз. Поворачиваемся. Еще раз. Ножки ставим накрест и ручки в сторону. Раз. И разворачиваемся обратно. Приготовили ручки перед собой, как будто держимся за стекло, за окошко. Поворачиваемся назад. Раз. Возвращаемся обратно. Два. И танцуем бабочку. Ручки поднимаем наверх. Раз. Сели вниз. Два.
подняли, раз, сели вниз, два, поднялись, раз, сели вниз, два. Ножка, которая осталась перед собой, левая, скручиваем ее вниз, вверх колено, вниз, вверх колено, вниз, вверх колено, вниз, вверх. И повторяем все с самого начала. Шагаем накрест и ручкой правой трясем, как будто стряхиваем с нее воду. Раз, два, три, четыре. Ручку наверх. Раз. Поменяли вместе с ножкой. Раз, два. Падаем назад. Раз. Подтянулись. Два. Падаем. Раз. Подтянулись. Два. Ножки меняем местами. Ставим их накрест. Разводим ручки. Раз. Повернулись. Два. Еще раз ручки в сторону. Раз. Повернулись. Два. Окошко назад сделали. Раз. Вернулись. Два. И делаем бабочку. Вверх. Сели. Вверх. Сели. Вверх. Сели. Вверх. Сели. И ножкой вокруг себя повращали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Повторили. Итак, попробуем сделать то же самое с музыкой. Танцуем танцевальную разминку вместе с танцевально-спортивным клубом по парам. Пошли. Накрест, накрест, накрест. Ручку вверх. Раз, два. Вместе с ножкой. Назад. Упали. Встали. Упали. Встали. Накрест. Поворот. Накрест. Поворот. Окошко. Бабочка. И повращали ножкой. Сначала. Наверх. С ножкой. Упали. Встали. Упали. Встали. Ножки. Ножки. Окошко. Бабочку. Ножку вращаем. И заново. Последний раз. С ножкой. Упали. Упали. Ножки. Ножки. Окошко. Бабочки. Повращали. И помахали всем. Спасибо за то, что нас смотрите. Отлично размялись, чувствуется прилив энергии, а раз уже мы заговорили о здоровье, нельзя забывать о том важной теме, что гигиена полости рта тоже очень важна. Как правильно ухаживать за зубами и не допустить кариеса в рубрике «Мой доктор». Доброе утро! Кариес – это разрушение твердых тканей зуба под воздействием кислот, которые образуются из остатков пищи, ферментируемых бактериями зубного налета. Основные причины кариеса – это недостаточная гигиена полости рта, частое употребление сладкой пищи и напитков, снижение слюноотделения и генетическая предрасположенность. Симптомами начинающегося кариеса являются появление белых или темных пятен на эмали, повышенная чувствительность к сладкому, кислому, горячему или холодному, а при глубоком поражении – боль при жевании. Профилактика кариеса включает регулярную и правильную чистку зубов дважды в день, использование зубной нити и ополаскивателей, а также профессиональную чистку у стоматолога не реже 2 раз в год. Важно ограничить потребление сладких газированных напитков и липких сладостей, а после еды полоскать рот или жевать жевательную резинку без сахара. Своевременное обращение к стоматологу позволяет вылечить кариес на ранней стадии, избежать боли и сложного лечения. Помните, что здоровые зубы – это не только красивая улыбка, но и общее состояние всего организма. Ну а сейчас мы отправимся с вами в Санкт-Петербург. Там недавно прошел фестиваль исполнения желаний Dream Fest в Юсуповском саду.
Гости запускали по воде светящиеся фонарики, загадывали желания, смотрели фаер-шоу и слушали живую музыку. Организаторы сказали, что идея пришла из азиатских традиций создать атмосферу детства и веры в чудо. Посетители признались, ощущение, будто попадаешь в другое измерение. Тепло, уютно и душевно. В программе были рок-хиты симфонического оркестра, пиротехника и флайборд-шоу. Руслан, вот потрясающие, конечно, кадры. А какое у тебя заветное желание, которое ты бы хотел загадать? Ну, так, конечно, неожиданный такой достаточно вопрос. Но в целом, вот если попал бы, наверное, в такую вот атмосферу, ну, вот в буднях, да, этого нам, наверное, не хватает. Но я бы, наверное, если бы там оказался, загадал бы, чтобы у всех наших телезрителей сбывались их самые сокровенные мечты. Ну, а если серьезно, то вера в чудо действительно помогает нам всегда двигаться вперед. И вот этого, наверное, нам не хватает. Надо иногда сделать так, поставить на паузу немножко и подумать о прекрасном. Ну, а ты бы что пожелала? Ну, я бы пожелала, чтобы как можно больше таких теплых мероприятий проходило и у нас в Якутии. Ведь так важно иногда остановиться и поверить в волшебство, что правда все возможно, что все мечты обязательно сбудутся. Ну, или как минимум, что тебя окружают единомышленники, которые готовы тоже поддержать такое творчество, вдохновение, атмосферу сказки и атмосферу вот как в детстве, понимаешь? Вот в нашем детстве это особенно понятно, когда мы, правда, мечтали оказаться в мультиках Диснея. Особенно девочки, там, быть принцессами, и это было так далеко. Сейчас это все более доступно, но вот именно в Якутске не так много вот именно сказочных мероприятий. Мне, кстати, очень вот фесты вот современные с костюмами нравятся. По-моему, ярко, интересно и вдохновляет детей на творчество. Ну, вот здесь магии добавляет, наверное, вот эта ночь, да, то есть, ну, Питер, по идее, с нами на одной параллели, но вот у них, скорее всего, тоже вот в августе, конечно, тоже темнеет. В позднее время, в принципе, можно и в Якутске такое сделать. Но у нас, наверное, прохладнее все-таки. Ну, у нас, наверное, да, прохладнее, сложнее все-таки влажность. Вот там вот в августе стабилизируется погода, у нас все-таки больше сейчас дожди. Но вот вчера удалось наконец-то выбраться на площадь, я давно этого не делала, в нашей республике. И ты знаешь, вот в какой-то момент, когда совсем потемнело, наш фонтан тоже выглядит очень сказочно, и отличная музыка, и, получается, светошоу тоже получилось просто очень здорово. Да, белые ночи прошли, но будем ждать их с нетерпением возвращения. Ну, а сейчас от мечтаний к делам земным и в нашей постоянной рубрике «Сад-огород» сегодня мы поговорим о прекрасных цветах-лилиях. Как за ними ухаживать и что нужно знать, чтобы они радовали глаз, расскажет эксперт Иннокентий Федоров. Доброе утро. Рубрика «Сад и огород». Сегодня я коротко расскажу о таких простых для выращивания лилиях. Да? В Якутии очень суровые условия, и не все растения у нас растут, не требуя к себе такого особого внимания. К таким растениям относятся вот две лилии. Лилия тигровая. Ее правильнее было бы назвать леопардовой, но почему-то назвали ее тигровой. Видите, вот крапинки. Я бы ее назвал леопардовой лилией. Родина этой лилии находится южнее, за пределами нашей республики, прилегающие вот эти Амурская область, Приморский край, отчасти Хабаровский край. Он там растет в диком состоянии, очень красивая и обильно растет. Это разновидность нашей лилии пенсильванской, сарданы, да? И вторая вот лилия, тоже неприхотливая, растет. Лилия азиатская. Она имеет цветовые вариации от белого до оранжевого. А здесь выросло вот желтое растение, да? Очень красивая лилия. Она, вот тут у меня сама собой смородина выросла, поэтому она низкорослая получилась. На самом деле она достигает 60 сантиметров. А лилия тигровая, она выше человеческого роста, на хорошо унавоженной, то есть на почве с перегноем достаточным количеством. Она вырастает вот до 1,80 м. В ботаническом саду вот нашего института биологии вырастала. И возникает вопрос, что за вот такие образования, да, в пазухах листьев находятся. Видите, черные образования такие.
Это вот видоизмененные стебли. Но народ все равно его называет, как водится, семенами, да? Семена на стеблях, они не формируются. Это вот побеги, которые стали семенами. Видоизмененный. Вот ее можно сорвать, она очень хорошо срывается. И из нее можно вырастить новое растение. Ага. Просто на влажной почве делается ямка глубиной 2 сантиметра. Кладется вот эта вот бульбочка, видоизмененный побег, и вырастает новое прекрасное растение. То же самое вот с лилией. У ней бульбочки совсем маленькие, крохотные. Угу. Вот. Но это бульбочка. Тоже будущее растение. Ага. Вот. Сравните. Бульбочка лилии азиатской, вот маленькое крохотное образование, и бульбочка лилии тигровой. Так как это растение из южных широт, да, Сибири, оно зацветает у нас вот в августе. Многие люди, которые занимаются ландшафтным дизайном, да, они создают сад непрерывного цветения, да, или клумба непрерывного цветения. Сначала зацветают там подснежники, потом золотой корень, потом очаги, потом начинают цвести лилии. И получается, все лето клумба непрерывно цветет. Сад непрерывного цветения. Всегда восхищаюсь такими специалистами. Вот благодаря нашему сюжету я сейчас узнал, что есть такая бульбочка. То есть не только из цветка идут семена, но и из самого стебля. На самом деле лилии очень красивые цветы, любого цвета. Смущает иногда запах, но, конечно, когда они, наверное, растут у тебя в саду, это совсем другой. Да. Ну, теперь наш сад будет еще красивее. Тем временем в Якутске начал работу школьный базар. Родители уже задумываются о том, как собрать ребенка к 1 сентября. Что предлагают продавцы и как не разориться на подготовке к школе, узнаем в следующем сюжете. Сколько стоит собрать ребенка в школу – задачка для тех, кто любит цифры и умеет вести бюджет. И хотя образование у нас в стране бесплатное, а с поборами на шторы в школах постоянно борются на самом высоком уровне, покупки тетради, канцелярии, нового ранца и формы избежать не удастся. Свою продукцию на ярмарке представляют как сетевые продавцы, так и частные предприниматели. В том плане тоже как бы плюс от школьного базара, то что как бы цены у нас не так скачут, как, допустим, просто в магазине. И в одном месте все можно купить. В набор для мальчиков входит рубашка, брюки и жилет. Набор для девочек отличается платьем, 2 блузками и юбкой. В августе этого года цены изменились. Комплект одежды для мальчика обойдется примерно в 6500, а для девочки в 5400. Если взять прям полный набор, то можно собрать за 15 тысяч. Ну, это прям, если щедро брать. Да, хоть можно и за 5000 собрать там пару рубашек, одну брючки, плюс скидку там, если сделать. Конечно, в школу еще и нужен рюкзак. Вот такая симпатичная модель обойдется примерно в 3000 рублей. Вариации есть на любой вкус и размер кошелька. Вот, например, есть и такой рюкзак отечественного производства. Стоит он 7000 рублей. Сразу объясняю, почему такая цена. Ну, во-первых, начнем с того, что здесь множество отделов. Специальная такая ортопедическая спинка для того, чтобы удобно было ребенку носить такую конструкцию. Конечно, не забыли про светоотражающие элементы. Ну и само наполнение, вы просто обратите внимание, потому что здесь, помимо рюкзака, покупая такой товар, мы получаем сразу несколько. Это и сумочка для сменки, и пенал, и даже папочка для документов. В общем, все, что нужно для будущего первоклассника. Отдельная тема школьных сборов – вес и качество школьных принадлежностей. Тонкие тетради как в клетку, так и в линейку обойдутся в 10-13 рублей, общие 55 за штуку. Однако можно и приобрести их комплектом, где 12 общих тетрадей будут за 750. Простые шариковые ручки можно приобрести за 15-20 рублей. В этом же ценовом сегменте у нас ластики и простые карандаши. Линейки чуть дороже – 25-30 рублей. Ну а главный школьный документ – дневник – от 150 рублей.
Специализированные принадлежности по отдельной цене. Так, Денис, студент техникума связи, занимается черчением, что выходит в копеечку. Так точно, я вот на черчение 4,5 потратился. И я даже пожалел, что я вот на цирку 2000 потратил, ну а потом нам не окупилось. Но помним основу. Школьный базар – это место, где можно поторговаться и приобрести все необходимое по сниженным ценам. Продавцы часто делают скидку многодетным, пенсионерам, а также участникам СВО. Однако самое главное – не забывать в процессе подготовки к учебному сезону простую истину – скупой платит дважды. И если гнаться за экономией, есть риск, что уже в течение учебного года придется обновить гардероб или купить новый рюкзак. Ярмарка, в свою очередь, продолжит работу до 4 сентября. Надежда Саханская, Стас Потапов, Якутск. Доброе утро, коллеги! Впереди блок новостей. Культуру и традиции коренных народов представят на фестивале «Владивостокские сезоны» в рамках 11-го Восточного экономического форума. В программу фестиваля войдут выставочные, концертные и просветительские проекты, посвященные истории, традициям и современному искусству дальневосточных регионов. Особое внимание уделят культуре коренных народов Дальнего Востока. Одним из центральных событий станет проект «От алеутов до якутов. Дальневосточный вектор», который познакомит участников и гостей форума с традициями, обычаями и художественным наследием народов региона. Обновление помещений, инженерных систем и закупка нового оборудования для качественного предоставления услуг. В столице республики движется к завершению модернизация Якутского кадрового центра. Основной объем работ в рамках национального проекта «Кадры» будет завершен к 1 сентября. Но внешние изменения заметны уже сейчас. В офисе НАП Петра Алексеева 19/1 выполнен косметический ремонт и проведена закупка оборудования. Главной задачей является создание комфортных и современных условий для граждан, а также повышение уровня качества оказания услуг. Верхневилюйский центр содействия семейному воспитанию имени Ивана Седалищева каждый год проводит акцию «Соберем детей в школу». Участие принимают все желающие жители и учреждения. Специалисты центра сортируют все принесенные вещи, проверяют, чтобы ничего не было повреждено, формируют комплекты по возрастам, отдельно для младших классов, отдельно для старшеклассников. Сбор помощи проходит до конца этой недели. Переданные наборы будут большой помощью для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы не действуем наугад. В списке нуждающихся формируются из числа детей, которые находятся на сопровождении. Это позволяет адресно помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Для родителей это огромное облегчение. И в такие моменты понимаешь, ради чего все это делается. Можно принести вещи в любой ближайший пункт сбора. Все контакты и адреса есть на нашем сайте и в соцсетях. Якутский хлебокомбинат опроверг сообщение о повышении цен на хлеб. В компании назвали недостоверными распространяющиеся в социальных сетях сообщения о повышении стоимости продукции с 14 августа. Действующие оптовые цены, а также розничные цены фирменной торговой сети предприятий остаются без изменений. Последнее повышение цен на продукцию якутского хлебокомбината произошло 5 февраля. Тогда стоимость белого хлеба выросла на 3 рубля. Немигунский хлебозавод в последний раз повышал отпускные цены 10 июля. Стоимость продукции увеличилась на 12 рублей. Неожиданная магнитная буря началась на Земле, но она вряд ли продлится долго, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований ИРАН. Буря имеет амплитуду G1, то есть является слабой и кратковременной. Однако для полной стабилизации обстановки может потребоваться до 3 суток. Ученые отмечают, что сейчас Земля находится в зоне действия довольно крупной корональной дыры, и пока не выйдет из нее, не исключены повторные всплески. Это были все новости. До встречи. Летняя оздоровительная кампания подходит к завершению, а ее итоги традиционно подводят на фестивале «Саха-лето». В этом году он пройдет сегодня на площади Орджоникидзе и объединит детей, педагогов и организаторов летнего отдыха. О программе фестиваля и его главных событиях поговорим с директором Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» Варварой Васильевой. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, что представляет собой фестиваль «Саха-лето» и почему он стал таким важным для республики? Ну, как вы сами сказали, только что, да, что у нас подходит конец уже летней оздоровительной кампании,
Поэтому, конечно же, мы начинаем подводить итоги. Именно начинаем на фестивале. Ну и начинаем также уже задумывать, о чем мы будем говорить в 2027 году и что мы будем делать тоже в 2027 году. Почему? Потому что когда заканчивается один период, начинается второй период. Поэтому сегодня у нас кульминация этого события в рамках августового совещания, которое проходит у нас в нашей республике 19-20 августа. Что ждет посетителей на площади Орджоникидзе? Будет ли интересно обычным горожанам, не работающим в этой сфере? В принципе, да, будет очень интересно, потому что грандиозная программа будет. Уже вчера ночью, не глядя на то, что ночь, мы уже застраивали всю площадь Орджоникидзе, и сегодня уже ждут наших горожан с 10 часов на площади все наши площадки. Для горожан это, наверное, только развлекательная часть, ну и посмотреть, конечно, может что-нибудь такое, что интересно будет в следующем году детям, да. А для профессионалов это будет конкретно уже не только площадка, где они будут обмениваться идеями, но и, конечно же, искать ответы на свои вопросы. Почему? Потому что, когда лето заканчивается, иногда бывают нерешенные вопросы, которые нужно решить до 27 года, до начала летнего сезона. И поэтому для профессионалов это очень хорошая площадка. Для детишек же это площадка, где они будут отдыхать, играть и получать радостные моменты своей летней жизни. Но мы знаем, что 26-й год отмечен как год дошкольного образования. Как дошколята участвуют, принимают участие в фестивале? Дошколята у нас будут принимать сегодня участие в концертной программе. Мы позвали детские сады, которые показывают, как можно же оздоравливаться, как можно вообще сберегать свое здоровье. Почему? Потому что в рамках августовского совещания у нас идет тема здравоосбережения и здоровоосберегающие технологии в образовании. Дети как раз будут об этом говорить, ну и показывать, конечно же, на сцене. Кульминацией фестиваля будет «Асохой дружбы», да? Расскажите, о чем особая магия этого момента? Мы вообще всегда проводим этнокультурные лагеря, то есть программы, которые как раз-таки развивают культуру разных народов нашей республики. И здесь мы все в кульминации, в конце нашего фестиваля обычно становимся в традиционный круг и, держа друг друга за руки, начинаем запевать. И, конечно же, в едином порыве энергетики мы понимаем, что лето у нас заканчивается. Лето заканчивается, начинается школьный сезон. Да. На школьный период какие планы? Все равно это не только внутренняя работа, подготовка к следующему, но и все равно так как программы. мы центр отдыха, оздоровления детей, мы еще и круглогодично работаем. Поэтому у нас будут еще и свои профильные смены. Мы, конечно же, не закрываем государственные услуги, в которых у нас регистрируются наши дети на наши смены. И поэтому же, конечно же, мы будем опять снова собираться для того, чтобы сделать мозговые штурмы, как же проводить, интересно, наши круглогодичные лагеря. Но кроме этого у нас еще и будет деловая программа. Завтра буквально с 9 часов начинается вся деловая программа для наших педагогов. Именно на этой деловой программе мы расскажем про эффективные практики, которые есть в летнем отдыхе. То есть по итогам, получается, сезона, и чтобы подготовить к следующему. Да, конечно. Ну и, конечно же, будут награждены те программы, которые будут отмечены нашим экспертным сообществом. Сколько на данный момент планируется участников? Всего у нас запланируется из 30 улусов и районов. Да? Ну, вы сами видите, какая сегодня погода, очень сложная, но нам очень хочется, чтобы на площади Орджоникидзе было не только вот пасмурно, но и солнечно, да, чтобы лето показало нам свои солнечные блики и, конечно же, возможно, завершило свой круг. Да? А так у нас будет участников из 30 улусов. Всего у нас будет 42 площадки большие, да, на которых все расскажут о своих достижениях и, конечно же, о своих находках. Но в рамках фестиваля также проходят конкурсы профессионального мастерства. Кто будет бороться за звание лучшего? Да, у нас это очень интересная изюминка получилась. Почему? Потому что в этом году мы подводим итог по лучшим вожатым Якутии. И у нас появилось так, что у нас 6 девушек из разных районов, из разных улусов, из разных лагерей, типов лагерей, да, участвуют. И сегодня, буквально 10 часов, заканчивается голосование интерактивное, где мы выберем самого лучшего вожатого, ну и, конечно же, поздравим этого лучшего вожатого. И все же лето, она как бы трудилась, и за все лето она уже заслужила такое звание. У вас огромный опыт за спиной, да? Вот на ваш взгляд, какими самыми важными навыками должен обладать вожатый? В первую очередь, я думаю, что это ответственность. Почему? Потому что ответственность за ребенка, за здоровье ребенка, за его сохранность, да, это в первую очередь. А потом уже идут уже личные качества. Это то, что он веселый, то, что он очень обаятельный, то, что он психологически устойчив, потому что это стрессоустойчивая профессия, да. Ну и самое важное, он должен находить язык, общий язык с детьми, с родителями и, конечно же, со своими вожатыми, которые работают на смене.
Ну вот говоря про летние лагеря, ты вот в детстве бывала в пионерских лагерях? Вот в том-то и дело, мне всегда интересно слушать, потому что я не бывала никогда в пионерских лагерях, да, меня не отправляли. Я вот недавно была лектором в пионерском лагере, в разных, при том мне удалось приехать побеседовать с детьми, и я обнаружила, что там очень интересно. Ну, у меня был опыт, это, получается, раньше же было как профильный, да, то есть у организаций. Да, вот я ходил в пионерский лагерь «Металлург» один сезон. Ну, конечно, не забываем. ЦВХМ, да? Лагерь. Так, это вот на Сергеляевском шоссе. Я поняла, вот, да. ага. ЦВХМ лагерь был, да. Да. Вот, а вот на ваш взгляд сейчас есть какая-то тенденция, то есть больше детей стало посещать летние лагеря или как-то, ну, вот меняется ли вот Да, количество сейчас детей? определенно стало больше детей посещать лагеря. Почему? Потому что появилась такая возможность, когда ребенок может не только оздоровиться, но и обучиться. Потому что у нас профильные лагеря, они дают первую профессию, могут дать, да, могут дать возможность обучиться, например, тем или иным навыкам, да, ну и, конечно же, повысить как раз-таки социокультурную свою, как скажем, навык, да, почему? Потому что коммуникация да, тоже. коммуникация. Почему? Потому что ребенок, который сейчас у нас учится в школе, он одинок практически, да, и именно только в лагере у него начинают появляться друзья, которые потом остаются на всю жизнь. Я вот заметила такую тенденцию. Почему? Потому что к нам обычно приезжают родители, которые говорят: ой, мой ребенок в школе не дружит ни с кем. Начинается с этого разговора. А потом уже начинаются такие дружбы в виде дружб, которые они обретают друзей. Ну, атмосфера летнего лагеря, конечно, располагает. То есть это более такое свободное общение. Да, 24/7. Обычно это бывает 24 на 21 день. Поэтому, конечно, дети понимают, что это совершенно другая среда. И самое главное, телефоны забирают. Да, есть такое. Что немаловажно. Ну, Что дома не заберешь, в школе не заберешь. Нужна связь, а тут здесь. Ну и в завершении нашей беседы, где можно найти информацию или что-то уточнить? Все это можно найти у нас на наших каналах МАКС. На сайте у нас можно найти. МАКС у нас, получается, Минобрнауки Республики Саха-Якутия, и МАКС нашего учреждения Центр отдыха, оздоровления, Сосновый Бор. Сегодня в 10 часов начинается наш фестиваль, и продлится он до 17 часов. Будет очень интересно. Будут у нас кислородные коктейли. Будет у нас очень много мероприятий, которые будут проводить наши молодые коллеги. Спасибо большое. Мы желаем вам успешного проведения, чтобы погода вам благоволила и все прошло хорошо. Дорогие друзья, а вам хорошего дня. Увидимся завтра. Ну и, конечно, друзья, не забывайте, да, если у вас есть время, желание, приходите обязательно на площадь Орджоникидзе сегодня в течение дня посмотреть на мероприятие. Ну а мы увидимся с вами уже завтра в это же время.